Имам Ибн Хаджар аль-Аскалани в своей книге Фатхуль Бари в главе о мольбе ниспослания дождя говорит: Байхаки, Хаким ибн Хузайма передали с достоверной цепочкой, что Билял ибн Харис аль-Мазуни, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалам, пришел на могилу пророка в год засухи, во время правления Умара встал возле почтенной могилы и сказал: «О посланник Аллаха». Задумайтесь: «О посланник Аллаха, попроси для своей уммы дождя, так как они на грани гибели». Ведь сподвижники знают, что посланник Аллаха жив в своей могиле, слышит благословение того, кто его читает, и отвечает на приветствие того, кто приветствует. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Пророки живы в своих могилах». В другом хадисе, который передал имам Муслим в книге Сахих, говорится: «Когда ангел Джабраил вознесся со мной, я прошел мимо Мусы, он стоя совершал намаз в своей могиле, возле красного песчаного холма, и если бы вы там были, я бы вам показал его». Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, направляет нас к местам пророков, их могилам, для получения благодати и осознания степени великих людей перед Всевышним. Многие люди не понимают такое уважение к могилам праведных людей и особенно пророков, оказываемое, чтобы почувствовать достоинство жизни после смерти, возвеличенную Аллахом в их могилах, и осознать ничтожность жизни, в которой мы живем. Вот так жили сподвижники. Имам Нуруддин аль-Хайсами в книге Маджму ас-Заваид с цепочкой, в которой все передатчики надежные, и имам Ахмад в книге Муснад передали. Однажды Марван ибн Хакам проходил ночью мимо могилы пророка и заметил человека, опрокинувшегося на могилу пророка, головой на могильной плите, проливающего слезы. Марван подтолкнул его, как бы порицая это. Отвергать любовь к праведным людям и следованию их пути — такова была привычка некоторых людей. Марван снова подергал этого человека. «Что ты делаешь?» Тот не спеша поднял голову. Это оказался Абу Аюб аль-Ансари, рази Аллаху анху, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалам, у которого пророк остановился, когда переселился в Медину. Это убеждение Абу Аюба аль-Ансари. И кто же пришел к нам с убеждением, неведомым Абу Аюбу? Разве будем мы порицать единобожие и убеждения сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и утверждать, что мы опираемся на Коран и Сунну? Нет, клянусь величием Аллаха, ниспославшего Коран и сделавшего путь пророка сунной. Затем Марван спросил: «Почему ты плачешь, о Абу Аюб?» Тот ответил, что хозяин могилы говорит: «Не плачьте за религию, когда во главе правит достойный, но плачьте, когда правит недостойный». Передал Ибн Аль-Сакир с хорошим иснадом, что Билял ибн Рабах, который был муэдзином, рази Аллаху анху, и не смог остаться в Медине после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалам, так как все напоминало ему о жизни пророка в этом мире, он жил в местности Дария в Сирии. Однажды он, проснувшись, заплакал. Жена его спросила: «Почему плачешь, Билал?» Он ответил: «Я видел во сне посланника Аллаха». Сновидение истинное, как посчитали в книгах Бухари, Муслима, Ахмада, Абу Дауда и в других книгах хадисов. Кто меня увидит во сне, тот увидел наяву, так как сатана не может явиться в моем облике. Этот хадис из книги Бухари. Я видел посланника Аллаха. Он сказал: «Что за грубость, о Билал? Не пора ли тебе посетить нас?» Какое сердце будет твердить о любви и не пожелает посетить его? Когда приближается время хаджа, я слышу людей, говорящих грубости. Как же наполнились их сердца мраком. Они твердят, что посещение могилы пророка, саллаллаху алейхи вассалам, в Медине не является ни столпом хаджа, ни обязанностью, ни условием, ни желательным действием. Какую цель они этим преследуют? Чтобы мы не посещали его могилу? Да, мы знаем, что это не является ни столпом хаджа, ни обязанностью, ни условием, но это является столпом, обязанностью и условием
запретом любви к пророку, саллаллаху алейхи вассалам. Лжец, кто утверждает, что любит пророка, саллаллаху алейхи вассалам, но по прибытии в город, в котором пророк близок к нему, не позволяет себе встать перед могилой пророка и сказать: «Да вознаградит тебя Аллах». Ну и не идите. Пророк не нуждается в вашем посещении. Всевышний смотрит на него, саллаллаху алейхи вассалам. Что же происходит с сердцами мусульман, которые не видят его достоинства и почет? Если прочитать на него салават громко или в собрании мусульман, любящих его, они вопят, что это новшество, не читайте на него салават громко. А если восхвалить его, то твердят: не возвеличивайте чрезмерно. А когда говорят о нем с любовью, то и тут они упрекают: не любите сильно. Какова их цель? Какова их цель? Их цель — превратить нашу связь с пророком в форму, в которой нет смысла. Любовь — это чувство в сердце, за которым идет следование. В действительности, тот, кто утверждает, что любит и не следует, не прав в своем утверждении, ограничен в своей любви, нарушает этику связи с пророком, саллаллаху алейхи вассалам. Как же он будет любить и почитать сунну и этику? Любовь не ограничивается лишь следованием из-за страха или вольно, либо из-за стыда. Это уже не любовь. Любовь — это чувство, которое есть в сердце, которое побуждает к следованию. Затем Билял ибн Рабах отправился к пророку, саллаллаху алейхи вассалам, и когда встал перед могилой пророка, заплакал. Он вспомнил дни и ночи, заплакал и упал на могилу посланника Аллаха лицом вниз. Это не означает, что мы должны призывать людей к этому. Мы считаем целесообразнее, как считали имам Навави, к примеру, что согласно этике не следует трогать могилу и ложиться на нее. Согласно этике мы должны встать на расстоянии 3 локтей от могилы с уважением к покойному. Потому что если, к примеру, стал бы имам Хусейн или наш господин Абуль-Хаджадж перед тобой, ты ведь не стал бы простирать руки к нему. Ты стоял бы перед ним с опущенной головой и с уважением. Соблюдение этики при посещении могил — это сидение на расстоянии 3 локтей с уважением, почтительным страхом. Не является запретным и ширком прикасаться к могиле, как это утверждают неграмотные. Это является нарушением этики. И прощается тому, кто не смог сдержаться из-за сильной любви. Это исключение. Не ложились ни Абу Бакр, ни Умар, ни Усман, ни Али. А что касается Билала, он не сдержался из-за своей сильной любви, и он это сделал, придя в Медину. Это правильный путь, который мы знаем, и такому пути обучают нас ученые. Они говорят, что прикосновение нарушает этику, а не наше вероубеждение. Поистине, пророк установил для нас вероубеждение. Болтают: мы боимся ширка, но это клевета на Аллаха и на пророка, саллаллаху алейхи вассалам. В достоверном хадисе от Бухари в 5 или 6 местах книги Сахих передаются слова пророка, саллаллаху алейхи вассалам: «Я не боюсь, что вы станете после меня многобожниками». В некоторых хадисах Бухари говорится: «Клянусь Аллахом, я не боюсь, что вы станете после меня многобожниками». Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, дорожащий нами, клянется, что не боится, что мы станем многобожниками, а кто-то приходит после него и утверждает, что боится многобожия. Мы отвечаем ему: оставь свою боязнь при себе. Всевышний не сказал нам, что ты дорожишь нами, но сказал, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, является беспокоящимся о нас, и он говорил, что не боится, что мы будем совершать ширк. В некоторых хадисах у Бухари передается: «Я боюсь, что вы полюбите мирское и погибнете, как предыдущие народы». Он сказал, что боится не ширка, но вашего стремления к мирскому, борьбы за мирское, продажи религии за мирское, продажи нравственности, чести, правдивости и благородных обычаев за мирское. Этого боялся наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Он не боялся, что мы станем многобожниками. Почему люди так боятся слова «ширк», «ширк», «ширк» и оставляют людей гонятся за мирским?